Фотография с воином-якутянином времен Великой Отечественной войны стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк». Снимок появился на официальном сайте движения и украсил собой статью, призывающую принять участие в онлайн-шествии. Моей коллеге Виолетте Засимовой удалось узнать, что на фото запечатлен Илья Соколов, уроженец села Еланка, ныне Хангаласского района. В 1941 году Великая Отечественная война постучалась в каждый дом маленького села Еланка Орджоникидзевского района. В первый год на фронт ушли 50 человек. В 1942 призвали сразу 5 братьев Соколовых – Илью, Николая, Дмитрия, Егора и Ивана. Мой дед Соколов Илья Гаврилович вместе со своими братьями в июле 1942 года был призван из Еланки на фронт. После учебки они попали в один артиллерийский расчет. Дед прошел войну наводчиком, у него было феноменальное зрение. В том же составе, пройдя с боями всю Европу и освободив ее от фашистов, дед вернулся в родную Еланку в 1946 году. После войны работал в совхозе, вырастил 4 сыновей и 2 дочерей. Дед ушел из жизни в 1989 году. Вячеслав, внук Ильи Соколова, полковник в отставке, родился и вырос в Покровске, сейчас живет в городе Краснодар. Его жена Светлана – фотограф-любитель. В 2017 году она принимала участие в фотоконкурсе ко Дню Победы на одном популярном сайте. Тогда фоторабота, на которой она запечатлела ордена и снимок родного деда мужа, не заняла призового места. Но через 3 года фотография неожиданно появилась на сайте движения «Бессмертный полк», а затем в эфире Первого канала. О том, что фотография моего деда, вернее композиция с этой фотографией, стала визитной карточкой движения «Бессмертный полк», я узнал случайно из выпуска новостей 27 апреля этого года в сюжете о проводимой в канун Дня Победы акции. Что я испытал? В первую очередь гордость за то, что фотография деда, уроженца небольшой деревни Еланка из далекой Якутии, стала символом движения об увековечении памяти героев. Гордость за то, что работа моей супруги, в которую она вложила душу, удостоилась чести представлять движение «Бессмертный полк». А значит, и нашей семье удалось внести небольшой вклад в, безусловно, важное и нужное дело. День Победы потомки воина-якутянина Ильи Соколова встретят, как и все, дома. Посмотрят праздничные передачи, исторические фильмы по телевизору, а вечером обязательно почтят минутой молчания память деда и всех павших в боях, не доживших до 75-й годовщины Великой Победы. Иногда, не только в канун Дня Победы, я достаю хранящиеся у меня боевые награды деда, его фронтовые фотографии, рассматриваю их и пытаюсь понять, как смогли эти 20-30-летние простые деревенские парни пережить эту войну? И не только пережить, но и выйти из нее победителями. Ведь только благодаря им мы сейчас живем и можем говорить на родном языке. Я задаю себе вопрос, а смог бы я, будучи на их месте? Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус, Краснодарский край.